Для создания таблицы базы данных создадим базу данных. Регистрировать ее не обязательно. Напишем название нашей новой базы данных. Сохраним. Итак, мы видим рабочее поле программы Base. Слева в столбике таблицы, запросы, формы, отчеты. Нас интересует таблица. Таблицу можно создать, используя два режима. Это режим дизайна и использование мастера для создания таблицы. Для начала рассмотрим режим дизайна, то есть ручной режим. Здесь мы видим три столбца. Это название поля, тип поля и описание. В названии поля пишем, как будут называться наши столбцы в таблице. Тип поля оставим текст, так как там будет текстовая информация. Фамилии также будет текст. Номер зачет. Оставляем текст, так как там возможно использование символов в виде букв. Сделаем его обязательным для заполнения, так как это будет наш первичный ключ. Нажимаем правой кнопкой на строку и выбираем первичный ключ. Выбираем его, потому что имя и фамилия могут совпадать, а номер зачетки у нас всегда индивидуален. Сохраняем. Пишем название таблицы. Окей. Теперь при открытии этой таблицы у нас появится три столбика пустых. И начинаем их заполнять. Номер зачетки. Так, сохранить текущую запись. Запись сохранена. И так далее. Можно продолжать до того количества студентов, которые вам нужно ввести в базу данных. Сейчас рассмотрим использование мастера для создания таблиц. Так, здесь 4 шага. Первое — это выбрать поля. Здесь уже есть шаблоны, которые сохранены. Выбираем контакты, ищем поля, которые нам пригодятся. Это имя, фамилия, и, допустим, номер мобильного телефона. Далее. Здесь для каждого поля ставим информацию о нем. Это название поля, тип поля, обязательное ли оно, и длину символов, которые можно вписать в это поле. Сделаем обязательно все поля, так как имя, фамилия и номер телефона нам подойдет. Далее. Создание первичного ключа. Его можно выбрать автоматически, и можно использовать существующие поля как первичный ключ. Мы будем использовать существующее поле. Выбираем номер мобильного телефона, так как он у каждого индивидуален. Далее. Далее нам предлагается, что делать дальше. Это немедленно вставить данные, модифицировать дизайн таблицы, либо создать форму на основе данной таблицы. Мы будем немедленно вставлять данные. Жмем «Готово». У нас появляется такая же таблица, которую нужно заполнить. На этом все.